Бесплатный мастер-класс от специалистов по авторскому праву и также литературных агентов. Прошу прощения, что со звуком? Победивший текст будет переведен на русский язык, если роман изначально написан на казахском, или на казахский, если роман изначально будет написан на русском языке. Кроме того, позвольте напомнить, принципы премии – это полная независимость от государственного бюджета, исключение жюри. Это будет ежегодный, постоянно работающий проект, который станет авторитетным на литературном пространстве Казахстана, но и, надеемся, не только в нашей стране. Участники мероприятия – это пиар-профессионал Ерлан Аскарбеков, поэт, редактор Павел Банников и поэт и прозаик Бахджан Конопьянов. Уважаемые коллеги, позвольте мне сейчас передать слово Ерлану Аскарбекову. Пожалуйста, Ерлан, вам слово. Добрый день, очень рад видеть. Мы специально пригласили прежде всего людей, пишущих о культуре. Их в любой стране очень мало, я вижу знакомые лица, с кем делали пресс-конференции 15-20 лет назад на тему культуры. Часть людей у нас подключена по Zoom, это гибридная пресс-конференция, да, плюс несколько телеканалов у нас еще запаздывают, подъезжают. Но мы начинаем все равно. Идея возникла где-то у меня в конце 90-х, начале 2000-х, когда сам стал непосредственно пиарщиком, прекратил сам писать стихи за полной загрузкой, да, в молодости, до 23 лет писал, но, в принципе, с тех пор к литературе прямого отношения не имел. Имел отношение косвенно все время к проектам по культуре, по искусству, которые вот именно как пиарщик либо участвовал в организации, либо участвовал в пиар-освещении, вот так же, как наши коллеги сейчас с Интерфакса. И занимаясь этими мероприятиями, особенно глядя на творческие конкурсы, постоянно собирались мысли о том, что вот здесь можно было сделать как-то поэффективнее, здесь можно было сделать поинтереснее, да. Впервые четкая мысль, оформленная в виде самого первого варианта положения о конкурсе, была написана в 2003 году, 18 лет назад. И я стал выходить на пару людей, которых в просторечии у нас называют олигархами, в общем, на двух очень богатых людей. Около полугода через встреч так и не состоялось, в общем, через их сотрудников, тоже пиарщиков, я пытался продвинуть идею независимой, качественной, интересной литературной премии. Уже тогда совершенно ясно было, что это должен был быть роман. При всем уважении ко всем остальным жанрам, роман – это чрезвычайно важный жанр, это такой жанр ледокол, который проталкивает вообще все в культуре, то есть, соответственно, и драматургию, и кинодраматургию, и так далее, и так далее. Потом возвращался к этой идее, то есть она постоянно адаптировалась, появлялись новые идеи, и делал, опять же, такие забросы по поиске финансирования в 2009 году, 2011, 2013, 2015. По-моему, очень активно в 2017 году несколько раз тоже к разным людям обращался. То есть, честно говоря, я уже махнул рукой. Совершенно неожиданно. Вот здесь начинается самое интересное. Я хотел бы сразу попросить журналистов не повторять те вопросы, так как я дам сейчас все ответы на 3 вопроса, которые все практически задают. Итак, нашелся человек, богатый казахстанский бизнесмен, не занимаешься политикой никаким образом абсолютно, не занимаешься государственными бюджетами, то есть ни копейкой, полностью self-made man, сам себя сделавший, да, бизнесы которого не имеют никакого отношения ни к медиа, ни к литературе, да, скажем, ни к искусству. То есть, человек занимается своим делом. Из нескольких, я как пиарщик предложил несколько совершенно разных проектов. Из всех проектов прежде всего номер 1 выбрал именно вот этот. Его влияния в идеологии нету, то есть идеологию формируем непосредственно, скажем, мы с коллегами, с друзьями, с кем совещался, начиная вот с 2009 года, собирал разные идеи. Естественно, писатели, настоящие литераторы, настоящие кинодраматурги. Эти идеи мы впитываем, и это отразилось вот в положении, в правилах конкурса. Для меня самого месяц назад было сюрпризом, когда я обсуждал вот эту пресс-конференцию, я, естественно, предполагал его участие. И этот человек задал мне следующий вопрос. Скажите, Ерлан, вот вы опытный пиарщик, если я буду присутствовать, журналисты будут задавать другие вопросы?
не относящихся к искусству. Я сказал, 60-70% вопросов, то есть литература уйдет вообще у нас по боку, да, 60-70 вопросов будет вот о чем угодно, только не о литературе, не об искусстве. Он говорит, давайте так, я появлюсь через месяц, через 2. Пусть этот ажиотаж уляжется, проведите пресс-конференцию о литературе, о конкурсе. Потому что самая главная критичная задача у нас через прессу, через блогеров дружественных, это далеко не единственное, это только самое первое пресс-мероприятие. Да? Мы всячески хотим, призываем на дополнительные длинные индивидуальные интервью, естественно, да? В любом режиме, Zoom, офлайн, то есть вот как угодно. Мы будем работать для того, чтобы об этом узнали потенциальные авторы. Это наша задача. Появление же крупного бизнесмена, да, ну, естественно, сразу поменяет. Вот это единственная причина. Естественно, этот человек профинансировал нашу работу и аллокировал, заложил, приготовил деньги для победителя первого года. Дай бог нам всем правильно провести хорошо, достойно первый год, получить вот этого самого великолепного, дай бог, победителя, чтобы он, с ним был заключен вот этот договор, и человек, мы не знаем, кто это будет, поверьте, ну, из моего опыта общения с писателями, писатели – это очень пестрые люди. Это может быть журналист, половина журналистов писали или пишут сами. Это может быть, не знаю, там молодой человек, девушка, может быть, 18 лет, 80 лет, пожалуйста. Все, что требуется, паспорт гражданина Казахстана. Должен быть роман, подробное положение, его очень долго пересказывать. Второй ожидаемый вопрос, кто стоит за проектом. Этот вопрос вчера спрашивали абсолютно все. То же самое, все просто. Вот физлицо, физическое лицо с друзьями, литераторами, знакомыми, да, уважаемыми людьми, постепенно в литературе, в культуре, в оперной музыке, в классической музыке, в кинематографии, да, есть разные друзья, в театральном искусстве. Этих людей мы будем приглашать, будем подтягивать всячески для различных способов участия в этом проекте. Непосредственно в этом проекте гигантскую, огромную роль уже играют Бахаджан Мухасаханович Канапьянов, еще раз представлю, да? Это человек-издатель, издательский дом Жибек Жилы, это человек-кинодраматург, это человек, который написал специально для этого проекта 120 страниц, то есть практически готовую книгу о казахскоязычных писателей. Наши переводчики перевели ее, она есть на русском, на казахском варианте, то есть это не просто голый сайт, вот, пожалуйста, положение, участвуйте, да? Писатели уже могут получать контент и начать себе отвечать на вопросы, а что такое наша литература, какое состояние, вот мысли Бахаджана Канапьянова изложены. Павел Банников, в свою очередь, написал порядка там 15-20 страниц, обещает догнать, Баке пусть поработает, постарается и тоже написать о русскоязычных писателях Казахстана. Это тоже огромная необъятная тема. Вот. Хронология, хронотоп, как говорил Виктор Шкловский, да, любой день, вы знаете, писатель может написать об 1 минуте, 1000 страниц, да, можно вложить там все 120 лет, сжать там до 80 страниц. Короче, любой момент, отрезок времени внутри 120 лет. Почему 120 лет? Примерно в начале 20 века заканчивается время действия Абай-Жолы. Наш великий роман, безусловно, да, то есть вот там отрезаем, и до вот сегодняшнего дня, 21 декабря 2021 года, писатель помещает это там, и как-то территориально пусть это будет посвящено вот современной границе Казахстана. Понятно, что персонаж может быть, я не знаю, там, булашайкером, не знаю, какими там гастарбайтером нашим сегодняшним, где угодно, да, но пусть он возвращается мыслями вот здесь, к нашей родной земле и так далее, и так далее. Вот. И третий вопрос, ожидаемый, значит, о предполагаемых будущих отношениях с государством. Да? Естественно, сразу после пресс-конференции я планирую поехать в нашу столицу, встречаться с центральными государственными органами и просить поддержку информационную. Не деньги, никакой копейки денег, именно самую широкую, самую активную, да, все руководители СМИ, наверное, знают, что я довольно дерзко обычно всегда и просил какую-то большую информационную поддержку для того же Британского совета, да, вот буду просить для этого проекта, понимаете, только для того, чтобы любой потенциальный писатель услышал, узнал, его родственник, его друг узнал и, как говорится, за шкирку схватил и вытащил на наш сайт. На нашем сайте уже четко расписано положение. Включите, пожалуйста, сайт, теперь надо его презентовать. Значит, на сайт мы выложили положение. Лена, сообщи, чтобы сайт дали. Так, я подойду сюда.
Значит, давайте походим по страницам. Смотрите, по поводу дизайна. Не пугайтесь, что нету ни одной картинки, кроме вот этого логотипа с птичкой. Во-первых, будут, конечно, фотографии, будут вот различные видеоотчеты, материалы добавляться. Первое, самое главное, сам дизайн максимально такой сухой, лапидарный. В качестве идеала я программистам давал lib.ru, широко известная библиотека Мошкова. Да? Как вы помните, более чем сухой дизайн. Вот, пожалуйста, давайте зайдем на страничку о проекте. Пожалуйста, о премии, да. Прокрутите. Вот. Да, можно побыстрее прокручивать, да. Вот, есть социальные кнопки, можно все прислать. Вот это некий такой месседж от меня, пожалуйста, маленькая эссе о премии, да, что, как, зачем. Следующий, меценат. Значит, здесь рассказывается историческая фигура мецената. Сейчас мы расскажем про... Да, все, дальше. Награда. Следующее, положение. Давайте побыстрее. Вот, подробно прокрутите положение. Вот, видите, очень много разных пунктов. Все на русском, на казахском, на английском даже языках. На английском невозможно зарегистрироваться. Там можно только читать. Ну, это для иностранцев. То есть иностранцы могут читать, изучать, задавать там вопросы. Так, голосование, оно непосредственно начнется в апреле, да? Итоги. Так, вопросы и ответы. Мы придумали все, какие возможно. Надеюсь, вот сейчас пойдут интересные новые вопросы. Здесь 40 вопросов потенциальных. Я скажу, что ни одна премия в СНГ не раскладывает. Самое подробное, что находил, 12 вопросов. Вот мы на 40 расстарались. Пресс-центр. Здесь, пожалуйста, значит, наши реквизиты. И вот баннеры. Я сразу, пользуясь случаем, хочу обратиться к вашим руководителям, вашим акционерам СМИ. Пожалуйста, окажите информационную поддержку. Здесь лежат баннеры. Скачивайте. Если нужно, мы будем изготавливать ролики, если речь идет о телеканалах, джинглы, если речь идет о радиостанциях, да, то есть любой контент. И, пожалуйста, ставьте вот эту информационную поддержку на ваших главных страницах. Чем больше трафика еще раз будет, да, чем больше будет потенциальных писателей, чем больше будет рукописей, тем выше вероятность, что мы получим нашего условного нового Мухтара Уэзова, нового, там, не знаю, там, Джеймса Джойса из Казахстана, да, и так далее. Партнеры. Так, она пока пустая, будем ее заполнять. И вот справа YouTube-канал. Да, первый материал, который здесь будет выложен, это как раз отчет вот с этой пресс-конференции. Ну вот, готовь YouTube-канал. Так, я сейчас прошу поставить видео. Студия видео поставьте, пожалуйста. У нас есть несколько литераторов, которые уже, мы попросили дать им комментарии. Вообще призыв к молодым писателям активно участвовать, активно писать романы. Посмотрите. Да, звук, пожалуйста. Молодые должны писать для того, чтобы все-таки восполнить те потери, которые в литературе, в культуре в нашей произошли за эти 30-летия. Көптеген қауіптер бар екенін сезінсек, онда оны баяғы ол сұрақтарға жауап табу үшін алдымен жалынды жүрек ақындар, содан кейін романистер тағы қосылып шығармалар келеді. Бірақ ана бізде отарылған санадан құтыла алмай жүрміз. Мәселе сонда. Оқылатын, үйіріп әкететін, мазмұны мықты, терең, сюжеті де мықты, соны көзқараспен жазылатын шығармалар өмірге келу керек. Соны өмірге келтіретін қоғамдық қолпаштау да керек. Бәйгелер өте көп болу керек. Роман жазу ол өлең жазу емес, тіпті поэма жазу емес. Бұл былайша айтқанда барлық әлеуметтік тұрмыс тіршіліктің шаруасын жиып қойып, сонымен айналысу керек. Ол үшін жазушыларға міндетті түрде қолдау керек. Мүмкіндік болатын болса, жазғысы келген адамға ондай грант беріп қоятын болса, бізде ұлы дүниелер туындады деп ойлаймын. Қанша жерден бүкіл мемлекет байып кетсін, әр қазақ байып кетсін, қуандады. Бірақ әдебиетке бәрібір қолдау керек. Друзья мои, подавайте заявления свои на премию «Меценат», и я буду болеть за всех вас. Удачи вам! Ну, пользуясь случаем, огромное спасибо тем литераторам. Я думаю, никто здесь не нуждается в особой расшифровке, кто это, масштаб этих личностей, которые уже дали по-казахски бата, практически благословение, даже не нам, да, а именно молодым авторам, ну, не молодым, любым авторам, которые, как говорится, вдарят рок-н-ролл. Пожалуйста,
Мы свою функцию видим только как организаторов. Вот мы действительно хотим, верим, чтобы... Мы верим, что такие авторы есть. Мы верим, что они просто сейчас демотивированы, они не верят в свои силы, они не верят, что культура кому-то нужна. Регламент. Да, регламент, спасибо. Да. Так, что еще важно хотел сказать? Очень важное. Ну вот, в принципе, вот все практически мы рассказали. Ограничения по участию. Там есть ряд ограничений по положению. Давайте все-таки механику очень коротко скажу. Итак, работы сейчас уже можно регистрироваться как автор и как голосующий. Очень важно сразу же, вот благодаря, кстати, нашей власти, 7-8 лет назад, вы помните, они сшили наши ИИНы и наши номера сотовых телефонов в Казахстане. Соответственно, верификация делается через СМС-ку казахстанскую. Это технари вот долго сидели. Мы, честно говоря, хотели в октябре стартовать. Вот очень много технических вопросов решали для того, чтобы верификация была жестко только вот для наших. Соответственно, голос только один. Нельзя веером рассылать. Нельзя взломать, нельзя хакнуть, нельзя там никаким образом накрутить. Вот сразу хочу снять вот эти все опасения. Договариваться не с кем, жюри нету. Вот теперь самое интересное, жюри не с кем, комиссии нету. Бессмысленно договариваться с Баке, с Пашей, со мной, я не знаю, с меценатом вот этим, с нами бессмысленно договариваться. Дело в том, что когда список работ, вот онлайн висит, скажем, работа такая-то, да? Во-первых, она вся висит полностью, весь текст, то есть каждый может ее читать. Во-вторых, будет счетчик онлайн, сколько голосов отдано, и дальше вы нажимаете и видите расшифровку этих фамилий, имени, отчества людей, которые проголосовали. То есть голосующие, там то есть две только роли, да, либо автор, либо голосующий. Голосующий обязан согласиться с тем, что он открывает свое имя. Понимаете? Если ты с этим не согласен, то ты не голосуешь, не вопрос. Понимаете, все настолько просто. Прозрачность абсолютная. Соответственно, если мы будем видеть там фейковые имена, да, ну, соответственно, сразу придется вычеркивать таких. То есть все, пожалуйста, конкретные там Иван Иванович голосует с конкретными разными казахстанскими номерами, все видят, все посчитано. Это и есть единственный критерий. Больше никто никак не влияет. Дальше, потом мы собираем работы до апреля, до середины апреля. Дальше включается работа на несколько дней ридеров. Ридеры – это 6-8 будет филологов, профессиональных филологов, казахскоязычных, русскоязычных. Они с помощью, в том числе применяя программное обеспечение, их задача отсечь, сразу скажу, какие ограничения. Политическое ограничение. Проговорю нашу любимую политику всеми, да. Не надо в СУЕ никак упоминать имена двух президентов. Давайте оставим их в покое. Это упоминание может произойти случайно. Ну вот два персонажа, вот я и вот... И я спрашиваю, а в каком году это было? А вы говорите, за 2 года до того, как Назарбаев перенес столицу. Или два других персонажа. Посмотри телевизор. Да нет, я Токаева посмотрю, потом сериал буду смотреть. Все, случайное упоминание, пожалуйста. Но, простите, если человек хочет написать Илиаду о том, что он думает про этих двух господ, пожалуйста, назовите себя историком, назовите себя политологом, пишите политологическую книгу или диссертацию, да, историческую, или пишите публицистику 24 часа в Фейсбуке, да, не называйте это романом. Пожалуйста, оставьте в покое царей. Литература не про царей, она про народ. Вот это все наши отношения с политикой. Оставьте их в покое. Второе, согласно нашему законодательству, не надо там никакого экстремизма. Любая идеология, вообще любая, да, вплоть до вегетарианства. И, соответственно, никаких призывов там, к насилию, ко всякой там ерунде и так далее, и так далее. Этого не надо нам, пожалуйста, это будет исключаться. Ну и всевозможные матершинные слова там различные, да, тоже это не нужно. Обильное употребление наркотиков. Иван, у нас время уже выходит. Закрывайте эту тему. Был прецедент, в России однажды победил роман, который на 100% состоял из описания наркотиков. 100%. Я не поленился, прочел тот роман. Я думал, там хоть 5% будет о не наркотиках. Там 100% был. А наркотиков нам такие участники не нужны. Пожалуйста, в другие конкурсы. Не нравятся другие конкурсы, да? Все, больше ограничений нету. Пишите о Казахстане, побеждайте. Победит достойный. Вот наш месседж именно вот этот. Спасибо большое. Благодарю вас. Коллеги, о современной казахстанской литературе, о том, что происходит в казахстанской литературе, в русскоязычном сегменте, в казахоязычном сегменте. И я попрошу сейчас рассказать Бахытжана Конопьянова, поэта, прозаика, человека, который изнутри знает, как выглядит система, что она проживает, куда она движется. Пожалуйста, вам слово. Спасибо.
Ну что, это не будет лекция или что, мне легче где-то отвечать сразу на ваши вопросы, потому что регламент моего времени уже мой товарищ уже так. Но он весь в теме, а мы только так изучаем эту тему. Я одно могу сказать, что вот действительно недавно отпраздновали, буквально позавчера или когда там 30-летие нашей независимости. Ну, любая независимость – это и взаимозависимость, особенно в культуре. И вот, а что такое 30 лет вот по шежере, по казахскому? Это 25 лет, 30 лет – это возраст одной жизни, скажем так. И вот если оглянуться на 100 лет тому назад, то как раз тогда молодой Мухтар Омарханович Әуезов писал свои великолепнейшие ранние рассказы, и Коксерек, и Невестка под трауром, и другие. А потом приступил эпопея 20 века, это вот «Путь Абая». Ну, прошел век, стремительный век, ни одно поколение писателей все, как говорится, свято верили в светлое будущее. Мы тоже верим в это светлое будущее и ждем прихода нового таланта. Каким он будет, там по условиям. В сайте, между прочим, очень щедро и Ерлан объяснил, и в сайте все указано. И қазақшада сұрақтар бар, оны жауап беруге мүмкіндік болса, өзімізді айтамыз, сайттың бәрін осылай көріп айтуға болады. Там еще есть такой момент. Теща, ну, вся вот казахская фольклористика, фольклор, все шел из такого вот напевного песенного жанра, из поэзии. А вот здесь вот мы обратились к жанру, когда этот жанр состоялся после эпопеи Мухтара Әуезова, который составляет 2 тома во Всемирной библиотеке литературы, и решили обратиться к такому жанру, как роман. 80 страниц А4 формата, или, так говоря языком, я уже здесь как издатель, это 160 где-то страниц А5 формата, то есть международный формат международного романа. Время покажет. И здесь вот что появится в результате чего, что будет, может быть, так и останется на 75-й странице эта вещь, которая, ну, это все равно уже шаг вперед, уже 21-го столетия. Так что я готов ответить на некоторые вопросы. Қазақша болсын, орысша болсын. Там есть варианты еще английских текстов. Вот, например, живет такой прозаик, уже не молодой, и поэт Канат Омар. Он вот из Павлодарского приезжий, он блестящий носитель английского языка. То есть как здесь это все? Конечно, какие-то рамки есть, гражданин Казахстана, не гражданин Казахстана, хотя я здесь и спорил с Ерланом, потому что ну, в любом случае это, если повествование идет о этой земле, о ландшафте этой великой степи, то здесь уже, это уже, на мой взгляд, второстепенно. Спасибо. Благодарю вас. Благодарю вас, большое спасибо. Я хочу попросить подключить через Zoom нашего коллегу Павла Банникова, поэта, редактора. Павел, добрый день. Добрый день, коллеги. Очень рад, что мы сегодня стартовали. Я постараюсь быть максимально краток. Я не так активно, как Ерлан, но ношусь с этой идеей с 2009 года, с тех пор, как узнал о ней, Ерлан мне рассказал. Я очень рад, что это наконец-то состоялось, что мы наконец запускаем эту премию. И несколько слов о том, почему она, зачем и что она значит для меня, да, как для человека, который изучает казахстанскую литературу, который в ней живет, который о ней пишет, который ее читает. Нам давно всем не хватало хорошей, большой премии. Да, были и премии, и конкурсы, и прочее, но все это как-то не особо привлекало внимание к казахстанской литературе внутри Казахстана.
она созрела для того, чтобы казахстанский читатель к ней наконец-то повернулся лицом, а не обратной стороной. Я всегда привожу один простой пример. Да? Словения, в которой живет 2 миллиона человек, по выпуску художественной литературы опережает Казахстан в последние 15-20 лет от года к году в 7-12 раз больше художественных книг выходит в Словении, в которой живет 2 миллиона человек. 18-миллионный Казахстан вполне способен производить значительное количество действительно хорошей, качественной литературы, которая будет интересна не только в Казахстане, но и за рубежом. И это уже есть. У нас уже есть имена, да, у нас уже есть писатели. Я могу назвать просто навскидку 20-25 прозаиков, которые вполне возможно, один из них станет победителем конкурса первого года. Да. И еще наверняка есть десятки прозаиков, о которых я просто не знаю. То есть литература у нас есть, с литературой у нас все хорошо, с поэзией это вообще все прекрасно. Настало время эту литературу представить казахстанскому читателю, и не только казахстанскому. И что же, это замечательно. Я всех нас поздравляю, готов ответить на любые вопросы. Спасибо большое, Павел. Оставайтесь на связи. Уважаемые коллеги, те, которые слушают нашу пресс-конференцию и смотрят через платформу Zoom, пожалуйста, задавайте ваши вопросы в чате платформы. Ну а сейчас я попрошу наших журналистов здесь в офлайн начинать опрашивать наших спикеров. Очень много интересной информации. Пожалуйста, кто готов? Будьте добры. Спасибо, да. Это вопрос, который сам себе задавал примерно вот начиная с 2009 где-то, 2012 года. Вот в районе 2012 года пришло осознание, что и жюри не нужно. До того, с 3 по 9 была идея, что нужно все-таки жюри. На самом деле жюри – это фильтры, с одной стороны, отсекающие графоманию, да, безусловно, и так называемую коммерческую литературу. Но самое интересное, и вот, кстати говоря, Павел в том числе рассказывал о минимум 3 сетевых конкурсов, очень крупных в России, где есть классическое жюри, то есть везде у них идет классическое жюри, но есть виртуальный, то есть там ничего не дается абсолютно, бумажки даже не дается, да, приз зрительских симпатий, именно где голоса собираются по интернету. Так как там нету никаких денег, никакого престижа, там нету никаких хакеров-накрутчиков, там голосуют читатели. И начинается самое интересное. А оказывается, читатели не глупые. Оказывается, все дорожат своим временем. Оказывается, читатели отличают литературу качественную от откровенно некачественной. Есть один тонкий момент. Это писатели для писателей. Вот я сам люблю таких. Набоков, Джеймс Джойс, который нормальный человек читать не будет. Да? Ну, слишком заумный. Там, Сорокин, да? Любители, скажем. Ну, Сорокин крутой, популярный, тем не менее, но заумный. Не вопрос. В чем хитрость этого конкурса? Первый человек, вот этот номер 1, окей, он, скажем, будет такой, ну, понятно, более понятный язык, он выиграет, он понятен, он молодец, все, красавчик, да? А с чего мы решили, что номера со 2 по 20 не заинтересуют издателей? И ни одного Конопьянова мы пригласим всех действующих, всех, кто вообще шевелится, живут, да, платят с точки зрения налоговой какие-то налоги, вот так выкопаем вообще, да, там шевелящихся с Казахстана издателей, пригласим с Центральной Азии, пригласим из Российской Федерации. Пожалуйста, потому что любой казахскоязычный роман сразу у нас будет иметь свою копию на русском, ну, через несколько месяцев. Дальше. Мы победители, но на самом деле этот контент будет висеть онлайн сразу же. То есть лекция от юриста, мы ее повесим бесплатно навсегда, переведем ее, значит, она будет тоже на 2 языках. Пожалуйста, то есть, к сожалению, писатели в основном юридически неграмотны, мы их научим. То есть будут конкретные вопросы, какие условия справедливы, на какие моменты в издательском договоре надо обратить внимание и как надо переговаривать. Если ты, скажем, ну, не переговорщик, не бизнесмен, ты найми там адвоката, какого-то юриста, который будет представлять твои интересы. Вот и все. И тот... Не, я все объясняю. Мы вооружим, и мы, грубо говоря, поженим их.
И я предполагаю, мое предположение, что просто некоторые издатели будут говорить: Ерлан, вот этот номер 1 меня не интересует, но номер 14, Джойс, заумный, но с классным текстом меня интересует. Дай его телефончик, телефоны-то мы собираем. Конечно, мы дадим эти телефоны. Знакомьтесь, общайтесь, заключайте договоры, издавайте. То есть победители, конечно, здесь все. Победители все писатели, победители все читатели. Все настолько просто. Мяч на самом деле, вот начиная с этой пресс-конференции, на стороне писателей. Еще один второй вопрос, я сразу хочу предвосхитить, он меня мучил. Хватит ли этих 4-5 месяцев написать вот шедевр, да? Пока, опять же, я же еще раз подчеркиваю, я не писатель. У нас писатели это Конопьянов, и писатели это Банников. Банников мне сказал пример Чарльза Буковски из романа «Почтамт». Он написал его за 28 дней. За 28 дней. Когда человек очень хочет, он берет себя за шкирку и пишет. Все. То есть это возможно. Я ответил на вопрос, да? Спасибо большое. Ксения, да? Я с ней согласна, что проблема в том, что не может не найти столько людей, которые прочитают роман и оставят свои имена. Какой-нибудь тикток-блогер, он обратится к своей аудитории, и люди проголосуют за кота Федора, за что угодно, за гриб, не читая, и поставят свои имена. То есть как вы от этого защищены? И второе, в продолжение, технический вопрос. Вы не упомянули, подходят ли романы в принципе любые, или есть какое-то временное ограничение, написанные сейчас, не участвующие ранее в премии. У нас же есть Алтын Калам и другие премии, куда тоже засвечиваются люди. Спасибо. Ну, как любой, на второй сначала отвечу, да, как любой конкурс, любой фестиваль на планете, нам нужен свежак. Как любому издателю нужен свежак, не опубликованный. Это, к сожалению, общее требование, да. Ограничения еще там технические. Нельзя мемуарную. То есть многие, это вычитал, кстати, анализируя именно конкурсы, то есть и кто-то уже спрашивал, когда готовили, а как мемуары? Нет, мемуары нельзя. Ты можешь мемуары преобразить. Ты пишешь о Жандосе, а называешь персонажа Ельдосом. Все понимают, там 2-3 человека в мире, там мама его понимает, что это Жандосе, Жандос понимает, что это о нем, да, может, он недоволен мной как автором, но ничего не может, он у меня прототип. Это вот типичная ситуация между романистами. Этим. Но если я пишу конкретно воспоминания о Жандосе, да, это мемуары. Поэтому мемуары исключаем. Пожалуйста. Не опубликованы никогда ранее. Не опубликованы, да. Заявленный, но если ты там не опубликовался, переходи сюда. Нет, не опубликованный с точки зрения ISBN. Нет, и здесь я добавлю, да, ведь как бы там это самый Windows окно для всех открытое, для маститых, и для молодых, и для начинающих. Ну, что вот здесь действительно у ридерша будет потом такая очень сложная работа. И я здесь не совсем согласен с Ерланом, и какое-то экспертное жюри тоже необходимо будет. Ну, смотрите, мы предполагали самую невероятную ситуацию, да? Предположим, будет гениальный, действительно, талантливый текст, 79 страниц. Ну, вот глупая ситуация, да? Чуваку не хватило одной страницы. Ну, извините, черт с ним, мы пойдем навстречу, да? Это по-казахски будет, конечно. Да, ну, естественно, вот это будем не мы. Кстати, еще одно ограничение. Я не участвую. Я, кстати, сразу скажу, если вдруг ни с того ни с сего я когда-то начну писать роман, я не буду участвовать ни в одном конкурсе. То есть, грубо говоря, чтобы там ты мне, я тебе, да? То есть все, вот все наши виды казахской коррупции. Не участвует Банников, не участвует Конопьянов, не участвует меценат. Это, естественно, ему тем более нафиг не нужно. Наши члены семьи, прямые непосредственно там жены, дети не участвуют, да? Сестренка, двоюродный брат, да, мы их не контролируем. С точки зрения государства даже это не наша семья. Все, пожалуйста, все остальные, вот вы участвуйте, ради бога, побеждайте, победите всех. Вот умоляю вас, участвуйте и победите. Вот, ребята, операторы. Да, кстати, когда готовили, один из технарей вспомнил про братишку в ауле, вот мне говорили, да, и срочно позвонил, короче, там скоро выйдет такая супер новость. Пожалуйста, может, возьмет и выиграет. Но мы на это не влияем. Ваш первый вопрос, Ксения, развитие вот этого. Да, я помню вопрос. Мы этими спорами спорили. Был спор с одним из наших общих друзей-писателей, который сказал, нет, я, наверное, не буду участвовать. Хорошо, это его право. Смотрите, еще раз.
Это так называемый вот спор между... это интересная концепция. Профессиональное экспертное жюри или мудрость толпы, да? Еще раз, все зависит от количества, поэтому так важен пиар. Если там будет между собойчики из 100 голосующих, голосовальщиков 100, это будет идиотизм. Это мне не стоило бы огород городить. Мы видим здесь присутствие 4 телеканалов, да, по-моему, или 5. Поверьте, ну я не я, если не отработаю оставшиеся там 6-7 каналов. Я не шучу, когда говорю, что буду просить у центральных госорганов невероятную, огромную, ну, наглючую прямо инфоподдержку. Я переговаривал уже с одним из знаменитых медиа, скажем так, медиа-менеджеров страны, предварительно, ну, он, по крайней мере, не отказал. Я попросил у него то, что у него никто никогда не просил. Огромную, большую инфоподдержку. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Мы напечатали плакаты. Кстати, да, мы должны раздать плакаты. Кстати, огромная благодарность. И вот вам пример отношения людей к этому проекту, потенциальным спонсорам. Типография напечатала по цене 2% от прайса. То есть мы фактически только грузчикам, ребятам заплатили. Сам хозяин, типография 8/8, так они называются, они только услышал хозяин, 5 минут, вот менеджер наша поговорила, говорит, национальная тема, национальная гордость, все, 100% печатаю. Мы будем просить сотовые компании о поддержке, будем просить все крупнейшие информационные холдинги. Все с этой целью. Мобилизация писателей, мобилизация читателей. Теперь и реперные точки из России. Мы неизбежно вынуждены обращаться к этому образцу. Да? Крупнейший литературный конкурс «Дебют». Вот, кстати, господин Пуханов, его создатель, и с ним тоже уже был предварительный разговор. И, дай бог, Паша обещал организовать Zoom нас втроем с этим Пухановым. Значит, он на этом дебюте, как раз оттуда информация, у них до 100 тысяч работ, 100 тысяч работ и несколько сотен тысяч голосующих на призе зрительских симпатий. Так вот, победители зрительских симпатий – это не галиматья, раз, это однозначно классные, качественные работы, во-вторых, это нету никаких друзей, блогеров, тиктокеров и так далее. Что касается, вот называл мне вот это какого-то другого писателя, я сразу забыл имя, якобы есть какая-то девочка, у нее там чуть ли не 500 тысяч каких-то фолловеров, да. Ну, я скажу так, во-первых, из этих 500 тысяч живых 50, 450 это фейки, сразу понимаем. Из этих 50 тысяч, даже если она будет умолять их это, они все скажут, мы за тебя, мы придем. Когда они увидят мою эту анкету, где надо фамилия, имя, отчество, телефон отправлять, смс-ку прочесть, вбить полученный код, извините, поднять задницу от дивана, да, поверьте, там останется 0,5%. А теперь хочу привести пример. Ну, Тихий Дон. Тихий Дон. Извините, Шолохов, да, он кем работал вообще в 22-23 года? Он карателем работал. Для тогдашней капиталистической Европы это был приятный человек, это был очень неприятный человек с очень неприятной для них идеологией. Вот он пришел с Тихим Доном. Ну, давайте не будем спорить, считаем, что он автор, да, окей. Вытащил эту книжку. Сколько там прошло? Несколько месяцев вся Европа перевела на все европейские языки. Пацан просто порвал всех. Вот об этом мы мечтаем. Сколько времени нужно было там понять обществу, что Абай жил, это гениально? Тут сразу, как первые 2-3 страницы люди стали читать, все, поняли. Вот об этом мы ведем речь. Такие авторы есть. Еще раз повторяю, они где-то есть. Может быть, здесь, в этой комнате, может, это вы. Еще раз, да, все зависит от вас, ваша внутренняя мотивация. Ваши зрители, да, ваши читатели сели, написали. Все. На самом деле, все только от вас зависит. Только от вас. Да, коллеги, у меня небольшой комментарий тоже будет в дополнение, и если есть вопросы сейчас ко мне, тоже буду рад ответить. По поводу читательского голосования, да, об этом все время бьются копии. Во-первых, у нас будут ридеры, как уже говорил Ерлан, и задача ридеров как раз отсечь то, что не соответствует условиям конкурса, и то, что вообще не является литературой. Я, как человек, который был в роли ридера, я прекрасно понимаю, что приходит на литературные премии и конкурсы. Однажды мне пришлось прочитать 950 рукописей за 3 месяца. 950 прозаических рукописей. Из них достойными того, чтобы за них хоть что-то отдать, оказались 50.
Вот. Собственно говоря, задача ридеров это и есть тот самый отсев. Так что откровенного фуфла на сайте просто для голосования не будет. И по поводу читательского голосования, если мы посмотрим на премию НОС, в которой есть читательское голосование, ни разу за все время существования премии НОС плохой роман не получил эту премию, а получал в том числе, например, Сорокин. Вот как-то так. Спасибо большое. Читатель не Уважаемые дурак. коллеги, сейчас у нас небольшое так называемое приветствие сквозь века. Я попрошу начать. Исполнены мечты, поэт, ясный, высокий дух и красоты. Пушкин символик. Он за немедленно если ты Пушкин, онда сіз аңдайды, дұрыстап оқымайсың ба? Жазғандасың. Мен қазақша Пушкин, роман қазақша емес па? Премия қазақша. Сен абайсың ба? Иә. Если ты абай көрсет, онда ана ақылдылығыңды, мудрость, даналығыңды көрсет. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс сөз жақсын, қазақтың келістірер қай баласы? Бұл неге сенің креслоң болып қалды? Өйткені мен сенен старше. Не, мен сенен 100 жыл үлкенмін, вставай давай. Неге ұрсасың сонша? Ал, сен великий, мен великий. Не болды? Нынче музы я впервые на пресс-адженту привожу, и прелести ее степные я вам подробно опишу. Друзья Людмилы и Руслана, герои нового романа, без причины в тот же час готовы будут встретить вас. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шамырлап бойға жайылған, қиуадан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең, өзің біл. О современном Казахстане, которого человек себя узнает в отражении. И лучший роман прославит автор Казахстана, а мы получим вдохновение. Приз главной вручительницы нам, подписчик там, я буду рад. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шамырлап бойға жайылған, қиуадан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең, өзің біл. Ну, так и быть рукой пристрастны. Прими собрание пестрых глав. На нашу премию приглашений, как и мое стихотворение.
небрежный плод моих собак. Возьми себе, мой друг любезный, и посети наш раунд честный. Сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел. Сендерге де келейін, енді аяңдап. Дұрыс айтасың, Абай. Әрине. Спасибо, что смогли прибыть. Адьё! Нам дальше нужно плыть. Сау болыңыздар. Адьё. Спасибо огромное молодым актерам и Веронике Насальской. Это ее ребята приготовили все это. Спасибо огромное. Небольшая сценка для вдохновения. Вопрос. Ради Бога, пожалуйста. Конечно. Конечно. Ну, если, скажем, лавры Тома Вульфа, как говорится, не пугают, можно. Но вы должны понимать действительно особенность сетевого голосования. Вы знаете, одна из фраз Булгакова, которая вдохновила вообще с самого начала 2003 года, возьмите любые 2 страницы из Достоевского, и вы поймете, что это настоящий писатель. Конечно, теоретически можно написать 1000-страничный роман, и прочитав 4-5 страниц, ну, мы, в принципе, понимаем, да, это гениальный текст. Теоретически это можно. Практически это первый год. Кстати, важнейший вопрос Баке упомянул насчет казахской диаспоры. Естественно, про диаспору тоже там мы весь мозг сломали, что делать. К сожалению, есть проблема с разными вариантами написания, где-то кириллица, латиница, то есть это надо анализировать. Сейчас, дай бог, провести, обкатать первый год, обещаю, со 2-го года диаспора, то есть на русском языке, если вы гражданин Казахстана, на казахском языке любой гражданин, пожалуйста. То есть такая формулировка, ну, обещаю, будет со следующего года. Просто нужно решить технические вопросы по шрифтам, по кодировкам, по вот этой проблеме. Да, ну здесь я склонен считать, вот, допустим, ну, насколько вам известно, мне лист состоит из 2 страниц. Чет и не чет. Ну, и мы стремимся, по крайней мере, вот то, что вот идея этого произведения, что есть 3-я страница листа, это и есть произведение, которое вот, когда можно прочитать несколько страниц Булгакова или, допустим, Достоевского. А если окинуть такую вот чисто прозаическую литературу наших степи, казахского народа, то действительно Абай был, ну, как вот его Гафеля, его слова назидания, вот сейчас уже Ербол Жумаголов выходит со спорами, он уже как-то так, свергая с пьедестала все прежние переводы, ну, ведь Абай же не только на языке Пушкина звучит, он же и в восточном мире, и в латинице, и в кириллице через алфавит. То есть здесь мы чуть-чуть, может быть, запоздали с объявлением вот этого конкурса, не обязательно здесь премиальный фонд какой будет. И вот то, что вот действительно, пройдя вот такой вот, как 2 Мишеля, вот это 30-летие, и выходим с этим. Что получится, я тоже не знаю. Ну, надеюсь, да, на такое вот, на созидательное завершение, созидательное начало. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, право последнего вопроса. Пожалуйста. Микрофонға айтсаңыз, әйтпесе естілмей тұр. Шорт-рейс қашан жарияланады? Сіздерде белгілі бір жоспар бар шығар, иә? Қай уақытқа жоспарлап отырсыздар? Авторларға дауыс беру қашан басталады? Қашан қорытынды шығады дегенде? Нақты даталарды айтып өтсеңіздер. Енді 15 мамырдың бәрі қолжазбалары осылай интернетке өткізген. Қанша автор болады шорт-лист? Қанша автор болады? Сіз қанша? Нақты шектеу жоқ. Иә, ешқандай орысша айтқанда ограничение жоқ. Қанша болса сол. Где-то до 15 апреля мы собираем работы. Голосование вот это народное 1 месяц, ровно 1 месяц. Вот, после этого
ну, в принципе, все будут видеть, лидеры будут видеть все. Так, смотрите, еще, да, по поводу ридеров, я чуть хочу уточнить. Паша упомянул, что вычитывание там 1000 романов, мы, кстати, примерно надеемся, что будет, ну, между 500 и 1000 рукописей, дай бог, да, с первого же года. Я скажу следующее, что ридеры, конечно, это, ну, не в силах человеческих там вычитать прямо все, безусловно. Их задача отсечь, опять же, вот по техническим нарушениям, это первое. Второе, есть угроза плагиата тонкого. Одно дело, если мы берем просто, ну, вот я, скажем, графомания, дай бог, да, я беру в тупую там того же Шолохова, беру и в середину, вообще середина романа у меня вот идиотским образом вставлено там 100 страниц Шолохова. Вот такой наглый халтурщик. Это легко ридер выкупит, определит. Но если где-то внутри, в середине мелькнет какая-то фраза из малоизвестного никарагуанского писателя, знаете, на кого вот у меня расчет? На самом деле, безусловно, вот эта идея жюри или не жюри, она сильно раздражает профессиональных литературоведов. Особенно, конечно, наших московских друзей, наших казахскоязычных искусствоведов, литературоведов. Я просто вижу, представляю, как за минус 1 неделю они сами или со своими аспирантами, студентами скажут фас и начнут вычитывать первую десятку, особенно от человека номер 1, номер 2. И вот эти люди найдут микротонкий троллинг, не троллинг, плагиат. Поэтому плагиат – это плохая, глупая идея. То есть все, что нужно, просто честная литературная работа. Вот и все. Человек напишет – молодец. Не справится с этим и так далее. Опять же, какая-то фига в кармане, опять какое-то вот обсуждение, призыва, опять же, к какому-то насилию и так далее. Да? Это рано или поздно будет выскочено. То есть, смотрите, невозможно взломать систему. Кто более всего заинтересован в успехе премии, да? Прежде всего, наверное, я, да? Я буду оберегать этот проект, поверьте, как мама оберегает своего младенца. Вот все настолько просто. Если вы, журналисты, блогеры, сетевое сообщество, филологи, писатели, да, там сообщат, слушай, у тебя там в такой-то рукописи там вообще идет какие-то прямые призывы, вот конкретные. Вот цитата, да? Схожу, посмотрю, посоветуюсь, естественно, с грамотными людьми, да? То есть с несколькими, 3, 4, 5. И дисквалифицировать – это вот так. Будем дисквалифицировать. Поэтому, да, единственный способ это выиграть, еще раз, честно, согласно положению, написать или переработать старую работу. Например, знаете, даже не работа, мы считаем, что высокие, это не обязательно, что именно так выиграет, но высокие шансы у человека, который начал, у него есть какие-то наброски, 50-70 страниц, или у него в голове, вот Буковский, у него уже было персонажи, и была фабула и сюжет. Осталось сесть написать. Да, я бы здесь добавил вот к этим пламенным словам. Мы не одиноки в этом каком устремлении. Даже вот Бахар Кижеев, он приветствовал вот наш этот зачин, передает из океана свой привет. И он верит, что даже в сверхгениальность этого проекта, я вам больше скажу. Все, что читайте сайт Меценат КЗ. А если какие-то будут еще вопросы, через сайт всегда получите ответ. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, на этом мы завершаем нашу пресс-конференцию. Позвольте пожелать успехов и удачи от лица журналистского сообщества и организаторам премии. Надеюсь, что в нашей стране сверкнет яркий роман, который войдет в мировую литературную копилку. Всем участвовавшим большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Впереди много интересных событий в Интерфакс Казахстан. И первое ожидаемое событие после этой пресс-конференции – католическое поздравление руководства христианской католической общины Казахстана. Следите за анонсами. До свидания. Всего хорошего.